США оккупируют сектор Газа, в России завонялась Астрахань, а Гренландия начинает борьбу за независимость. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украинские дроны наносят мощный удар по нефтяной промышленности РФ. Польша отказывается принимать мигрантов. Один Дадон собирается оторвать кусок Украины и присоединить к Молдове. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии, это очень важно. Во-первых, мы понимаем, что вы думаете обо всем, что происходит, а YouTube понимает, что это видео можно показать еще кому-то. Поехали. Украина устала ждать милости от НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил, если нас не принимают в альянс, дайте нам ядерное оружие, ну или хотя бы больше ракет. Он подчеркнул, что Украине нужна реальная защита, реальные гарантии, а не пустые обещания. Если процесс затянется на годы или десятилетия, не по нашей вине, а из-за партнеров, у нас возникает абсолютно справедливый вопрос. Что будет защищать нас от этого зла все это время? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть дадут нам ядерное оружие, дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию. Напомним, что в 1994-м Украина добровольно отказалась от третьего по размерам ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Но, как показали события последних лет, эти гарантии оказались пустым звуком. Поговорили об этом с экспертом в военно-политических вопросах, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексеем Мельником. Здесь, наверное, зашит более широкий месседж, что, уважаемые международные партнеры, обратите внимание, что Будапештский меморандум, кроме того, что он дискредитировал себя или подписанты этого меморандума дискредитировали свой авторитет невыполнением обязательств по этому меморандуму, он еще и подрывает международную систему нераспространения ядерного оружия. Потому что в случае, если подобная схема будет предложена, например, Ирану, с которым большая проблема, Северной Корее, другим государствам, которые владеют ядерным оружием, не признанными ядерными державами, то они будут посылаться и не посылаются как раз на Будапештский меморандум, на то, что эти гарантии ничего не стоят. Поэтому, повторюсь еще раз, не следует воспринимать это как действительно серьезный запрос на то, чтобы Украине предоставили ядерное оружие. Теперь Россия собирается разговаривать с Зеленским, утверждает Песков. Раньше заявления звучали как «он нелегитимный, мы не будем с ним говорить». Ну а теперь «он нелегитимный, мы, пожалуй, с ним поговорим». Я здесь могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть. И в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу. Повлияло ли на эту точку зрения предыдущее заявление Зеленского про ядерное оружие, я надеюсь, мы никогда так и не узнаем. Астрахань в газовой ловушке, но власти утверждают, что все нормально. Жители Астрахани массово жалуются на удушающий запах газа, окутывающий город. Не маленький, к слову, город. Но местные власти бодро рапортуют: ничего страшного, просто восстановительные работы на газоперерабатывающем заводе, в который попал, естественно, сбитый дрон. Губернатор Игорь Бабушкин уверяет, что природный газ на открытом воздухе якобы не опасен. Только вот людям от этого не легче. В соцсетях уже сотни сообщений о головных болях, тошноте и панике. Интересно, что этот выброс газа произошел сразу после атаки беспилотников 3 февраля. Тогда в Астраханской области загорелся объект топливно-энергетического комплекса после падения одного из дронов. Официальная связь между этими событиями никак не подтверждена, но горожане уверены, это точно не совпадение. Пока власти успокаивают людей, астраханцы боятся за свое здоровье и требуют объяснений, ведь если утечка газа — это нормально, что ж тогда ненормально? Что там в Астрахани, если среди наших зрителей есть кто-то оттуда, или вы что-то знаете о событиях там, напишите нам обязательно об этом в комментарии. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Горит мини-НПЗ в Краснодарском крае. В ночь на 5 февраля подразделения Службы безопасности Украины совместно с силами обороны успешно атаковали ООО «Албашнефть» в Краснодарском крае России. Этот мини-НПЗ снабжал российскую армию бензином и дизельным топливом. После удара на объекте вспыхнул пожар, подробности уточняются и сейчас. Этими действиями Украина пытается ослабить военный потенциал России, нанося удары по критически важным объектам снабжения. Но продвижение российских войск хоть и замедлилось, но не остановилось. Когда подействует эта волшебная таблетка? Во-первых, как думаете вы? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Нам это очень важно. Ну а во-вторых, давайте послушаем эксперта Алексея Мельника. Те удары, успешные удары, которые Украина наносила по тыловым объектам, будь то склады вооружения, будь то нефтебазы или же заводы нефтеперерабатывающие. Вот это не дает немедленного эффекта, но эффект, то есть это такой, скажем, где-то с лагом 2-3 недели или больше все равно начинает сказываться на российском наступлении. Вот. Ну и еще один очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание, что это даже не столько, значит, попытка достичь каких-то сиюминутных тактических целей, чтобы там нечем было заправить российские танки. Это подрыв в более широком стратегическом контексте способности России продолжать эту войну. То есть ограничение вот этих потоков, перерезание или же где-то ограничение потоков финансирования войны. Польша защищается украинцами от мигрантов. Кроме того, Польша не будет выполнять ни один миграционный пакт или любое положение такого пакта, которое приведут к тому, что Польша будет принудительно принимать мигрантов, которых выявили в других европейских странах. Это однозначно, говорит премьер-министр. Здесь не нужно делать из этого политику. К тому же Туск добавляет, что польская инфраструктура, транзитом или нет, но принимала украинских беженцев и принимает дальше. Польское государство, польское правительство не будет тратить впустую усилия полицейских, пограничников, солдат, потому что они ежедневно рискуют жизнью, рискуют здоровьем, чтобы свести к минимуму эту угрозу. До нуля невозможно, но до минимума свести угрозу нелегальной миграции. И никто, ни в Европе, ни здесь, в Польше, никто не будет тратить огромные усилия на какие-то неправильные политические решения. Трамп хочет выгнать палестинцев из сектора Газа, а там создать прекрасную территорию с домами и безопасностью. И хочет сделать так, чтобы люди могли прожить там свою жизнь в мире и гармонии, вместо того, чтобы снова воевать, говорит президент США. Правда, в медиа его слова трактуются именно так, якобы эта территория должна быть без палестинцев. США займут сектор Газа, и мы проведем там работу. Мы будем владеть им и отвечать за ликвидацию всех опасных, не разорвавшихся бомб и другого оружия, находящегося там. Разровняйте территорию и избавьтесь от разрушительных зданий, выровняйте его. Создайте экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района. Трамп говорит, что Газа сейчас — это адская дыра, но так было и до начала бомбардировок, по его мнению. Ну а вот у организации Хамас другое немного видение развития региона. Мы решительно отвергаем заявление президента США Дональда Трампа о депортации нашего палестинского народа из сектора Газа и о контроле Соединенных Штатов над сектором Газа. Эти заявления отражают непонимание и глубокое невежество в отношении Палестины и региона. Газа — это, конечно, не общая земля, и это не собственность, которую можно купить и продать. Если в Газе Дональд Трамп собирается открыть бизнес, сделав из нее ривьеру Ближнего Востока, то Украину предлагается использовать как промышленный хаб. Министр иностранных дел страны рекламирует недра государства на встрече со своим британским коллегой. Коло спільних зацікавленостей, взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, після особливо припинення транзиту російського газу територією України, у закупівлі LNG газу
у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна володіє надзвичайно потужними підземними газовими сховищами, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва. Гренландия собирается проводить выборы и хочет получить независимость, но и от Дании, и от Соединенных Штатов. Во всяком случае, к предстоящим выборам такое предложение было выдвинуто. Видимо, обратив внимание, если не испугавшись, угроз Трампа об оккупации и оценив политику Дании по этому поводу, решили сами себя уберечь. Но это пока действительно только предложение. На прошлой неделе мы представили 5 столпов нашей предвыборной стратегии. Но если я могу подвести итог, то гораздо проще упомянуть некоторые из них. Самый важный — начать процесс получения независимости от Дании. Напомню, Дональд Трамп заявлял, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности, и убедить его в обратном пока еще никто не смог. В рядах оккупантов прибавилось. Перекроить Украину хочет и пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Наше это все, ведь там говорят на молдавском, говорит он по-русски. Те земли, которые вы называете, исторически они молдавские. Некоторые из них. И там и сейчас проживают сотни тысяч молдаван на своей земле, и они разговаривают на молдавском языке. Во-вторых, это нас, советскую Молдавию, лишили статуса морской державы. У нас отняли юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, так называемая реформа Хрущева. Великая морская держава Молдова еще заявит о своих территориях, если Дадона, конечно, выберут постоять за штурвалом. Белорусские силовики ужесточают контроль на границе, выезд становится все сложнее. Силовики не только тщательно проверяют документы, но и проводят углубленные досмотры личных вещей, техники и даже переписок в мессенджерах. Особое внимание уделяется тем, кто ранее участвовал в протестах или выражал несогласие с режимом любым способом. Мы получили информацию о том, что силовики усилили контроль и проверки также для тех, кто выезжает из страны. Держите устройства чистыми, головы холодными и помните, что техника безопасности жизни при диктатуре – это в первую очередь ваша личная ответственность. Такие меры направлены на запугивание населения и создание дополнительных препятствий для тех, кто ищет безопасности за пределами страны. Но, несмотря на все усилия властей, поток уезжающих не прекращается, что свидетельствует о глубоком недовольстве граждан текущей ситуацией в Беларуси, что и следовало доказать. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно нам, важно вам и важно Ютубу, который понимает, что это все интересно и нужно показывать как можно большему количеству людей. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.